Самое тяжелое послевоенное время, когда в Абхазии была блокада, когда люди стояли, я не знаю, километровые очереди для того, чтобы выехать, купить какие-то продукты в Российскую Федерацию. В то время как нас вообще не выпускали без справки о том, что ты смертельно болен, тебя через границу просто не пропускали. Ну, в нашей истории же были такие случаи. И давайте вспомним, что вот именно в это время, допустим, у нас была такая неправительственная организация, как Красный Крест, который очень долгое время, в послевоенное время, спас очень много жизней. Они кормили, они устраивали, делали столовые, кормили, находили стариков, одиноких, старых, немощных, кормили их, я не знаю, помогали одеждой. То есть они проводили огромную работу. Огромная часть абхазского общества там работала. Люди, которые работали в Красном Кресте, они сегодня преподают у нас в университете. Я прошу прощения, Илья, мне сейчас вспомнил, если я не ошибаюсь, но вот я думаю, ты знаешь, у нас один из президентов, Рауль Джумкович Хаджимба, если я не ошибаюсь, даже работал в организации иностранной. По тому, как сегодня идет ситуация, да, то мы можем смело сказать, что он является инагентом. Инагентом, да. Конечно. Это же, вот, насколько я знаю, так и было. Да. У нас, я вам скажу больше, мы можем смело сказать, что сегодняшний действующий глава администрации президента тоже является инагентом, потому что он НПОшник. Он с ними очень долгое время работал и с ними долгое время общался. И по этим программам тоже работал. И если это неправда, пусть опровергнут. Он имеет прямое отношение к НПО.